мои потные туфли хоть за 5 рублей. Их запах просто класс. Ты заколебала воняжить всяким дерьмом. Дайте уже что-нибудь нормальненького. Что там у тебя, анорексита? Не харкай. Да, твоя харча даже до сюда долетела. Я представляю вашему взору лот номер хрен. Какашита дерьмита, святое дерьмо. 10 тысяч лет наша семья хранила это дерьмо, и оно даже не засохло. Все мои родственники носили какашки вместо ожерелий. Обычай такой. Из-за мысли о какашках я бы хотел стать Дауном. Потом у нас внезапно обосрался вулкан, и одна из его какашек очень напоминала легендарный рубин простаты, но при ближайшем рассмотрении это оказалась засохшая какашка. Следуя древним традициям, мои родственники выковали из нее какашечное ожерелье. С тех пор мы загоняем их на eBay и получаем кучу бабок. Матери учат своих девочек, как правильно продавать какашки. Искусство сранья – это то, чем мы всегда гордились. Но однажды к нам нагрянул санэпидемнадзор, и они отобрали наши волшебные какашечки. Волки позорные. Что же получается, если я насру огромную кучу, я смогу заложить ее за 100 баксов или даже больше? Скелита, я хочу срать, расскажи, как это делать. Моя бабка, еврейская цыганка, научила меня страшному жидовскому проклятию. С его помощью можно заполучить чужие какашки таким образом, как будто бы они принадлежат тебе. Санэпидемнадзор ничего не заметил, а мы уже сперли свои какашки, их какашки и подрезали им кошельки. Я даже пукнул от счастья. И вот он момент радости. Липкое дерьмо обвивает мою шею. Так что стартовая цена пятихатника, а если мало, можете и жвачку дать. Слушай, предлагаю 300-ку, а также немного мужских слез. А я ем какашки, это норм? Это норма.